о какой русской земле? Где она, эта русская земля? Даже по названиям земельных участков, рек, озер, морей, наименование городов. Как сказать, что это русские земли? Ну вот Саратов. Что такое Саратов? Саратов это казахское слово Саратов. Ростов. Что такое Ростов? Это Урстав. Я вот когда был в Ростове, я слышал сразу, про когда это, въезжаешь в город, видно, что машина поднимается на подъем. И сразу же на окраине города стоит кафе «Ахку». Я еще спросил местных работников, а что такое что за название «Ахку»? Они говорят, это древнее русское название, древнее славянское, древнее русское название «Ахку». А мен шмягон атан кавшикес «Ахку», это русское название. Это казахское слово, белый лебедь. Едель, Волга, тоже казахское слово. Самара, Самар, болото. Самарканд, город на болоте. Ну, Самара, город болото. Орынбор, лесные места. Иркутск, Ергутты. Байкал, Байвол жер. По прямому счету, если говорить, вообще такого понятия русская земля не существует. Это приписано все, что это якобы русская земля. А теперь давайте обратимся к истории. Когда я у русских спрашиваю, а когда вот был хоть один князь русский, был русский? Один русский, вот назови мне одного русского князя. Начиная, как вы любите хвастаться, основатель Москвы Юрий Долгорукий. Ну, основатель Москвы сейчас русские историки говорят, Кутлюк Малик, казахский хан. Первый кирпич заложил в 1147 году. И отсюда пошло слово Москва, Москью. Москью на аула. То есть земля зять алкоголика. Дословно перевод Москью. А с русского языка слово Москва никак не имеет никакого разъяснения. Перевода не имеет. Москва. Ну что такое Москва? Теперь давай дальше, идем дальше. Москва. Яус, река в Москве. Яус. Яик. Обратите внимание, сходство. Яик, Яус. То есть Жаик, Жаус. А Жаус, с казахского языка переводится Жалмаус. То есть злодей. Дракон. Жалмаус. Метро в Москве. Кантемировская. Каширская. Кантемир. Каширская. Кашир. Обращающий в бегство. То есть даже взять многие наименования на территории самой Москвы, они не русские. Теперь я русским говорю, вот ты мне одного князя назови русского. Одного князя. Хоть одного. Но никого назвать не могут. У них даже имена не русские. Вот говорят Александр император, а князь, говорят, Дмитрий, князь Владимир, князь Александр, Александр Невский. Но у них имена не русские. Александр это греческое имя. Владимир это славянское, общеславянское. А славяне все туда входят. И сербы, и хорваты, и белорусы, и украинцы. Они все поголовно славяне. Теперь давайте обращаемся дальше. Вот пытается Путин вести разговор о том, что вот великая Россия. А чем она великая? Если самая последняя империя в Европе, которая отменила крепостное право в 1861 году, а до 1861 года кем были русские? Рабами были. Их могли на скот менять. Даже вот читаешь книги старые, Вересаева, Пичинского, Шишкова, они все пишут, барин менял крестьянина на собаку, на охотничью собаку. Барин менял крестьянку на племенную корову. Вот это что величие. Барин не русским был? Откуда это величие может быть? Надо всегда обращаться к историческим фактам. Прежде чем выпендриваться, как вот этот Жириновский выпендривается, еврей, кстати. Кстати, Жириновскому задали один вопрос. Владимир Вольфович, а вы кто по национальности? Он говорит, у меня мать русская, отец юрист. Так значит, ты кто тогда по национальности? Юрист или русский? Ну, у него даже Жириновский фамилия, говорит, что еврей.
А Вольфович, это тоже еврейское производное. И вот этот Владимир Вольфович, Жириновский, лезет, когда он говорит, вот мы русские, вот нам русские, вот наши русские. Я думаю, ну, чья б корова мычала, а твоя пусть молчала. Ты был бы действительно русский. Хотя бы называли тебя Петр, хотя Петр тоже немецкое имя, Питер фон Гольштейн. Тоже не русское имя. Ну ты бы был, хоть какое что-то у тебя свое родное было бы, похоже на русское. Я говорю, у русских хоть имя, кажется, мужское, женское, назови мне. Все у всех вот, заимствования идут. Например, Ивана Грозного в истории не было. Был великий князь московский Иоанн IV. Он когда короновался, как великий князь московский, он не короновался Иван Грозный, он короновался великий князь московский Иоанн IV. А мать у него была казанская татарка. С Казани. Вот так же говорят, у Юрия Долгорукова мать тоже была казашка. Половчанка. Ну, половчанка это все казахи. Тут что открывать? Хазары, печенеги, половцы, они все выходцы из Казахстана. Это все казахи. Просто нас в разных исторических моментах, периоды, нас по-разному именовали. То нас называли карлуками, то называли караханидами, то нас называли сельджуками, там еще как кому не лень было называть. Ну, это все фактически это казахи. Поэтому вот эта вот самая великая империя в истории человечества была, это был тюркский каганат. От Атлантического океана, берегов Франции, до Тихого океана, до берегов сегодня Хабаровской, Владивостокской областей. Тюркский каганат. Вторая крупная империя была в истории человечества, это империя Чингисхана. Он тоже казах. Это все сегодня признают. Хотя не хотят признавать, но признают, потому что факты неопровержимые. Как отец Чингисхана приезжает к отцу своей будущей снохи Бурти и договаривается о том, чтобы отец Бурти отдал свою дочь за Чингисхана. Если бы они разговаривали на разных языках, как бы он общался? Значит, получается, что отец Чингисхана был тоже казах. Раз он, значит, мог общаться на казахском языке. И он общался. И когда Бурти достигла 13 лет, ее отец обратился к родным Чингисхана, Темучина, и сказал, я когда-то свату обещал, что я дочку свою отдам за его сына. Давайте присылайте сватов, кудаларың жіберіңдер, келініңді алып кетіңдер, сноху свою забирайте. Вот эти все исторические факты свидетельствуют о том, что Чингисхан был казахом, а земли, как таковой русской, на земле никогда не было. И сегодня даже нету. Потому что говорят, великий русский язык.